«Лица театра» – это подкаст о тех, кто работает, выступает и сотрудничает с Татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Здравствуйте, меня зовут Алина Раджапова, и вы слушаете и смотрите подкаст «Лица театра». Серия выпусков будет посвящена фестивалю «Ветер перемен». И сегодняшним нашим героем стал заслуженный артист Республики Татарстан, трубач, телеведущий, музыкальный руководитель фестиваля «Ветер перемен» Вадим Элинкрик. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Я очень рада, что вы нашли время с нами пообщаться, и меня очень интересует вопрос. Я посмотрела интервью вашего отца, и он сказал, что изначально вы вообще хотели заниматься именно академической музыкой, но в какой-то момент передумали и пошли все-таки в джазовую. Вот что вас подвигло, что стало этим решением? Ну да, музыкой я стал с посыла папы, я стал заниматься с 4 лет, а когда уже учился в высшем учебном заведении, я просто присутствовал при разговоре, когда мой близкий товарищ переводился с академического отделения на джазовое, ну просто потому что зав в джазовом отделении был его хороший знакомый, его родителей. И он там говорит, я обо всем договорился. Вячеслав Георгиевич Кузнецов, такой был просто потрясающая фигура, просто очень знаковая в российских вузах именно джазовых. И тот говорит, да, я все знаю, переводишься. А я стоял рядом, говорит, ты тоже? И я кивнул. Вот начался мой путь в джазе, то есть абсолютно, если есть вот просто какое-то стечение случайностей, то это оно. Ну, в общем, изначально вы так не хотели. Я вообще в тот момент был академическим музыкантом, и больше скажу, всерьез подумал бросать музыку, потому что время было непростое, там 90 там, какие-то годы, и в общем, музыка была очень абсолютно бесперспективная история. И я думал ее бросать. Ну, видите, опять же, судьба. Как бы я не был бы, я вообще не фаталист. Я за логику, за какие-то просто и как бы логично объясняемые какие-то вещи, которые можно просчитать. Вообще я не верю в такие вещи, как интуиция, и тем более в конспирологические теории. А какую роль в вашей жизни играет отец? Наверное, именно он как раз был тем путеводителем в музыке. Ну, прежде всего, он решил, что я буду музыкантом. Ну, и он очень во многом для меня ориентир. То есть, вот, особенно с годами, чем больше как бы, становится лет мне, и чем больше я становлюсь отцом, тем больше я понимаю, что он сделал. Потому что если раньше мне казалось, что мама это номер один, а он номер два, родитель номер один, и родитель номер два, да. Вот. Сейчас я понимаю, что он очень-очень много для меня сделал, поэтому огромное, да. Он также в своем интервью сказал, что когда как раз были эти тяжелые годы, ему пришлось немного музыку на второй план отнести и уже стал заниматься именно такой продюсерской деятельностью и работал... Ну, директорской. Да, директорской. Скорее директорской, да. Ну, молодец, он во многом у меня ориентир, и мне хочется верить, что мной он гордится. Гордиться, это я по интервью у него поняла. И вот вопрос заключается в том, что он много работал со звездами нашей эстрады. Получалось ли так, что, возможно, эти отношения потом переходили в дружеские, из рабочих в дружеские? И как-то это влияло на вашу семью? Ну, безусловно, при том, что он работал там, с Гурченко, с Кобзоном, с Тамарой Миансаровой, еще кучей людей. Ну, был совершенно потрясающий тенор Геннадий Белов, который там на дальней станции «Сойду», «Травы». Потрясающий человек, к сожалению, он очень рано умер, но он прям был другом семьи, да, конечно. Вообще это прекрасно, когда, вот как у нас в коллективе на фестивале «Сгорит желе», там, ну, часть коллектива, это прям мой постоянный коллектив, Элинкрик оркестра, Элинкрик крю. Но мне хочется верить, что нас, конечно, связывает гораздо больше, чем профессиональные какие-то моменты, потому что, ну, на мой взгляд, дружеские отношения – это основа для какого-то совместного творчества в коллективе, а то, что у нас коллективное творчество, в этом нет никаких сомнений. А как вообще вы решили создать свой бэнд? Например, вот Олега Лундстрема вдохновила композиция другого джазмена, а вас как? Именно оркестр «Танцы со звездами» был 10-й сезон на телеканале, на ВГТРК, на Первом канале, на Россия-1 были «Танцы со звездами». Мне сначала предложили танцевать, потом предложили мне, чтобы я был руководителем коллектива.
И я подумал, что это с точки зрения медийности, кстати, лучше было танцевать. А мне с точки зрения музыки было интереснее, чтобы у меня был оркестр. И вот там, правда, состоялся Link Creek Orchestra, состоялся очень убедительно. А потом, как раз буквально на следующий год, нас пригласили сюда. То есть это уже был такой серьезный коллектив с большим опытом телевизионной, прежде всего, работы и шоу. И мы попали в Татарстан, и здесь и остались. Ну, получается, с вами связался Руфаль Сабирович или это на каком-то другом уровне? Да. Со мной связался непосредственно Руфаль Сабирович, он меня пригласил на разговор, что очень странно и мне не свойственно. Я в первый раз не прилетел, потому что проспал. То есть со мной вообще такого никогда. Надо понимать, что я никогда никуда не опаздываю. И тут я просто перепутал дни, у меня какая-то была адская гастрольная история. И удивительно, как у нас с ним какие-то теплые, и я хочу верить, практически дружеские отношения, но уж точно серьезные творческие отношения. Они начались с моего опоздания, с абсолютно недопустимой вещи. Вот. Я помню, тогда все были на ушах, потому что мой директор тоже, он знает, что я никогда не опаздываю. И когда он узнал, что он не прилетел, бедный, он жутко переживал, что со мной что-то случилось, потому что я не могу не прилететь, потому что я проспал. Ну вот видите, я вам даже рассказал такой секрет. Спасибо. Как к этому отнесся Руфаль Сабирович? Он отнесся? На удивление с пониманием. Вот удивительно, что он отнесся к этому с пониманием, потому что, правда. Правда, с другой стороны, я, кстати, всегда, это опять же абстрактно уже, я всегда за то, чтобы давать людям второй шанс. Всегда надо дать людям, не знаю, пожалуйста, у нас на проекте масса людей с первого раза играют не самые удачные соло. Всегда второй шанс. Третьего не надо давать, а второй всегда. Когда вы с ним встретились, какие задачи он перед вами поставил? Что Руфаль Сабирович сказал? Удивительным образом, когда мы встретились, при том, что меня предупреждали, что он очень непростой в общении, в понимании человек, а он действительно, у него есть свое видение, и надо сказать, что он очень жестко его придерживается. Он такой, он в общем-то, жесткий человек такой. И просто нам, наверное, повезло обоим. Потому что мы с ним сразу заговорили на одном языке. Мы с ним сразу абсолютно говорили об одних и тех же вещах. И я думаю, меня в нем подкупило, и надеюсь, его тоже, потому что у нас было абсолютное понимание, к чему мы стремимся и как это делать. И, в общем, уже 7 лет, мне кажется, это очень успешное наше с ним, прежде всего, сотрудничество. Я как-то не думал, кстати, именно в этом ключе, что помимо того, что здесь на проекте работают, не знаю, человек 200, наверное, может быть, если брать всех, наверное, да, то это человек 200 работает на проекте. Но, в общем, очень важный момент – это наше с ним сотрудничество, и оно, на мой взгляд, очень эффективное, очень плодотворное. А как проходил процесс поиска музыки? Вот я к этому не имел отношения. То есть надо понимать, что мне уже дают музыку. То есть поиск музыки проходит, я так понимаю, что этим занимается Венера Ганеева, этим занимается много достаточно людей. Наверное, вокалисты сами приходят со своими идеями, с какими-то. Мне уже дают композиции, которые я не могу сказать, вот это я делать не буду, а это мне нравится, это мне не нравится. А дальше вот тот процесс, в котором уже участвую непосредственно я, мы слушаем какую-то мелодию, какое-то произведение, и мы пытаемся в ней услышать что-то помимо того, что уже изначально мы слышим. То есть, какую-то стилистику, аранжировку, какое-то, что-то. Да, собственно, мне кажется, и потом, когда мы понимаем, что происходит, мы выстраиваем некую драматургию. Дальше есть человек, который занимается аранжировкой. Надо понимать, что аранжировка весьма условная. То есть он предлагает концепцию, мы с ней соглашаемся, не соглашаемся, что-то добавляем. То есть это знаете, такой, нам дают скетч такой, а мы его еще и дорисовываем, доделываем. И надо сказать, что в этом процессе участвуют абсолютно все, потому что там музыканты предлагают какие-то изменять свои партии. Мы иногда меняем драматургию, потому что мы понимаем прекрасно, что одну и ту же композицию, немножко по-другому расставив акценты, я имею в виду кульминация, какие-то более лирические эпизоды, наоборот, какие-то более экспрессивные эпизоды, мы получаем совершенно разное воздействие.
А смысл музыки, конечно, в эмоциональном воздействии. То есть мы должны, ну, как я вижу, ну, прежде всего смысл проекта это в том, чтобы дать некое новое звучание. Ну, это звучит так абстрактно, но и дать некий ориентир, вот как может быть. Именно ориентир с точки зрения, прежде всего, профессионализма. Вот, и надо сказать, что в Карнеги-холле мы это проверили. Я давно мечтал, я всегда говорил, надо сказать, когда еще вообще не было даже идей про Карнеги-холл. Как она, кстати, возникла? А она возникла, мне кажется, из мечты. Это просто надо уметь мечтать. Вот Руфаль Сабирович, он просто вот мечтал, да. Потому что ни у кого бы из нас это даже близко бы идеи не было. Хотя я всегда говорил о том, что мы уже создали некий продукт, который может быть понятен и востребован, и продаваем где угодно в мире. То есть, по большому счету, с этим продуктом совершенно не обязательно сидеть вот здесь, в этой географической точке. Можно вот сделать тур, и хоть, не знаю, хоть эскимосам, хоть в Латинской Америке показывать. И люди придут, и люди будут довольны, люди поймут, потому что музыка — это уникальный, и даже тут язык вторичен. Я люблю приводить этот пример, что большинство людей слушают песни Битлз, не понимая английского языка вообще. Но они понимают, что это здорово. И вот примерно то же самое. Точно так же опера слушают, не понимая итальянского языка. На каком душевном уровне просто чувствовать, что это... Ну, это прежде всего профессионализм, во-вторых, эмоциональная, конечно, такая, правильно выстроенная, профессиональная, эмоциональная такая вот компонента. Вот, и когда был концерт в Карнеги-холле, который был абсолютно аншлаговым, вот, то все получилось. Я вот, кстати, хотела вас спросить, что можно тогда считать кульминацией нашего фестиваля? Это мюзикл «Алтын Казан» Эльмиры Низамова или выступление в Нью-Йорке Карнеги-холл? Или это вообще лучше не сравнивать? Я думаю, что кульминация нашего фестиваля еще впереди. Обе были очень серьезные вехи. Потому что «Алтын Казан» получился потрясающе. Надо понять, что у нашего фестиваля очень много есть завистников, скептиков и просто людей настолько костных, которые не способны воспринять. К счастью, их с каждым годом все меньше и меньше. Потому что первый раз это был шок, второй раз это было там что-то еще. Сейчас, мне кажется, уже привыкание. Мне вообще кажется, что «Алтын Казан» восприняли так положительно. Кстати, не было негативных оценок вообще. Мне кажется, только потому, что до этого были годы вот подготовки к этому звучанию, к этой стилистике. И, конечно, это и то, это веха. Это серьезная веха, это подготовка, поэтому ступени. «Алтын Казан» уникальная вещь. Она уникально прозвучала. И надо сказать, что прозвучала по-другому, чем она была изначально задумана. То есть надо понимать, что Эльмир просто талантливейший человек, мелодист. Это вообще сейчас большая редкость, чтобы человек был мелодистом. Вот, но я думаю, что он согласится и не будет спорить, что мы очень много в него привнесли. Прежде всего в плане аранжировок, стилистики, ну и в общем исполнения тоже. У нас настолько много, это очень интересно, нас попросили ноты, наши коллеги из Татарстана попросили ноты, и как бы мы дали эти ноты. И они говорят: ой, а у вас нигде там не написано, кто где солирует, это говорит, вы, наверное, специально, чтобы не смогли сыграть, чтобы всех запутать. А у нас немножко другая концепция, мы это можем менять по ходу. У нас каждый музыкант в оркестре блестящий солист. По большому счету, кому бы не отдать соло, ничего толком не изменится, может быть, просто будет по-другому. Это каждый раз даст новое звучание. И мы просто пользуемся этим плюсом, этим серьезным плюсом. Вот, поэтому и то было вехами, но мне кажется, что, конечно, все еще впереди. А что было самым сложным в работе над мюзиклом «Алтын Казан»? Все-таки это совсем другой фестиваль был у нас. Не могу сказать. Там такая была проделана работа Эльмира. Наоборот, он для нас был проще. Потому что здесь уже был автор, уже было все сделано, и нам не надо было, мы ничего не меняли. Мы, может быть, там аранжировали, что-то там, предлагали какую-то свою стилистику, но нам не надо было ничего менять. Как раз вот сделать проект песенный, это гораздо сложнее. А здесь Эльмир все прекрасно написал, очень, очень талантливо,
очень талантливо. Поэтому вот как раз просто, это было просто. И классно. Да, и получилось очень хорошо. Классно. А вам вообще музыка татарская сейчас стала близка? Как вы до этого к ней относились, до фестиваля? И уже сейчас, спустя 7 лет? Ну, безусловно, да. Ну, даже то, что я написал композицию, которая называется «Киляу», и я очень много спрашивал, в том числе Венеру Ганееву, случайно не плагиат ли это, ни на что, может быть, это на что-то похоже. Венера, кстати, Ахатовна хотела написать на нее какие-то стихи, чтобы это было песней, да я, в общем, не против. Вот, поэтому татарская музыка мне стала очень близка, очень близка. Но надо понимать, что когда идет разговор, вот чем отличается татарская музыка, потому что по большому счету, смотрите, баян не татарский инструмент. Да простят меня люди, которые вдруг этого не знают, это не татарский инструмент. Его придумали немцы, как и многое вообще. Пентатоника – это тоже не изобретение татар, потому что пентатоника – это китайская такая история, которая не просто восточная, китайская. В Китае 10 тысяч лет письменности, и как бы, вот, что отличает, что делает музыку татарской, я сейчас говорю, ну понятно, язык, но язык мы сейчас не берем. Что делает музыку татарской, это прежде всего уникальная мелизматика, которой нет, причем она такая интересная, она всегда, ну, как правило, она на вторую ноту, она очень, извините, я уже в подробности в какие-то вдаюсь. В общем, уникальная вот эта мелизматика, которая из любой сразу мелодии делает вот похожую, ну, как бы. Так что самое главное — это язык и мелизматика. Ну и, конечно, вообще, в принципе, татары очень музыка очень лиричная, очень лиричная. И это тоже, кстати, большое отличие татарской музыки. Поэтому она красивая мелодически. Но мы не берем народную музыку, я вам признаюсь. Я вообще с народной музыкой, для меня она, любого народа, абсолютно, вот любая абсолютно народная музыка, она для меня достаточно понятная. В ней есть своя специфика, но она понятная. Но я, конечно, беру уже татарских композиторов, Сайдашев, Резида Ахиярова, сейчас Эльмир Низамов. Это же все невероятные, просто невероятные мелодисты. Вот поэтому мне кажется, я очень сильно погружен в татарскую музыку за эти 7 лет. Я ее безумно люблю. Я, кстати, постоянно ее исполняю на своих концертах. Я тоже хотела об этом спросить. Да, ну есть... Мы как-то попали, вот бывает попадание. Вот было попадание, это Сайдашево и Адриатическое море, наша аранжировка, простите, в моем исполнении. Я уже играл с виртуозами в Москве, я играл в Заряде, я играл в Карнеги-холле. Спасибо, что подсказали, это даже неплохо, это тоже хорошо. В зале Чайковского, в Московской филармонии, в Московской консерватории, где я только не играл уже. И как публика ее принимает? А публика воспринимает ее как любую очень хорошую музыку. Как любую хорошую. Это вообще уже становится какой-то, моей какой-то личной визитной карточкой. Одна из. А правда, что Руфаль Сабирович вам ее посоветовал именно? Да, абсолютно, он ее нашел. Он ее нашел, когда я ничего еще не знал о татарской музыке. И он мне ее посоветовал. Это было абсолютное 100% попадание. Она звучит на трубе, и блестящую аранжировку сделал вот наш товарищ. Может быть, он какие-то советы давал, как исполнить, как ее подать зрителю? Вы же все равно с ним в тандеме работаете. Ну, конечно, какие-то давал. Но просто сейчас это уже было так много лет назад, что мне уже хочется верить, что уже и не давал. Что вы уже свое точно принесли. Да. Вы говорили о том, что после первого фестиваля обрушился шквал критики. Как вы тогда это преодолели? Да нормально. Критика же бывает, вообще критика — это очень хорошая вещь. И я всегда за какую-то конструктивную историю. Но в том, что я читал, было очень много эмоционального отношения, негативного, и не было совсем конструктивной критики. Поэтому я всегда за, приходите, говорите, что вам не нравится, мы всегда как бы готовы. Но когда люди, которые как бы играют хуже, чем мы,
просто обеспокоены тем, что что-то доверили делать нам, а не им. Ну, я к этому спокойно очень отношусь. Очень спокойно. А потом бывает понятно, когда явно совершенно эта критика просто какая-то, ну, непонятно. Кому-то, видимо, было надо написать какие-то гадости. Хотя нет, читаю, иногда я понимаю, что некоторые пишут гадости совершенно искренне. У них из сердца, видимо, это. Ну, в конце концов, очень много консерваторов, очень много людей, которые, правда, не хотят слышать ничего нового. Очень много людей, которые просто хотят... Вообще есть такой склад характера, когда человек просто критикует просто то, что ему нравится это делать. Может быть, даже, по большому счету, не то, чтобы ему это не нравится, просто ему хочется написать гадость. А потом соцсети — это вообще такая история темная. Поговорим о тех, кто вас вдохновляет. Можно ли сказать, что такой трубач, как Рэнди Брекер, вас вдохновил? Да, безусловно. Безусловно, Рэнди один из величайших музыкантов из ныне живущих. Мне очень приятно, что мы с ним знакомы лично. Мне очень приятно, что это был первый человек, который, когда еще только попал в оркестр Игоря Бутмана, а я был академический, в общем, такой постакадемический музыкант. И, в общем, многие на меня смотрели так, скажем так, с сомнением. Мне кажется, даже включая Игоря. Вот. И я прекрасно их понимаю, потому что я себя тогда еще не очень проявил. И однажды на какое-то мероприятие, где я играл, пришел Игорь с Рэнди Брекером. И Рэнди был человеком, который сказал: слушай, этот парень умеет играть на трубе. Мне почему-то кажется, что в этот момент даже Игорь как-то ко мне стал более тепло относиться. Сейчас мы с ним вообще близкие друзья. И вообще я очень многим ему обязан. И он очень мне много дал в плане понимания, в плане моей карьеры, в плане альбомов, всего остального. Но вот то ли это совпало так. Хотя, в общем, была тоже история, когда был концерт с Ларисой Долиной, были джазовые концерты, карнавал джаза. И я такой еще, в общем, неубедительно играю. Удивительным образом Игорь мне дает очень ответственное соло, в Джорджии. И Georgia on My Mind. И я там сыграл соло, и оно было прям вот... Это было первое соло, которое у меня хорошо получилось. Я до сих пор не понимаю, я бы на месте Игоря не дал бы соло настолько нестабильному музыканту в тот момент. Он дал, и вот получилось. Видимо, он поверил и увидел. Он, видимо, поверил или что-то увидел, или что, вот такая история. Она очень важная для меня. Я знаю, что вы на его лейбле выпускали свои, получается... часть альбомов, да, вышла на лейбле, большая, кстати, часть альбомов моих вышла на лейбле Butman Music. Но последний Newborn, по-моему, как раз уже... Newborn, и последний, на самом деле, Пирс 39. Он в этом году номинирован как лучший релиз года джазовый, радиоджаз. Вот, да, Newborn уже сам, в какой-то момент просто захотелось уже самому выпускать альбомы. А вам какая больше деятельность близка? Наверное, точно деятельность как музыканта, но продюсерская же тоже, если это можно задатки даже отца. Теперь однозначно да. И, кстати, в моей продюсерской деятельности мне очень много дал проект «Сгорит желе», потому что, например, у нас часто очень люди понимают продюсера как человек, который должен найти деньги или дать деньги. Это все неправда. Продюсер — это человек, который отвечает за продукт. Он должен услышать, каким должен быть продукт для того, чтобы он стал интересным, известным, продаваемым, чтобы это был, для того, чтобы он стал по-настоящему выдающимся. А для этого надо понимать, в какой он должен быть стилистике, кто должен на нем писаться, практически на какой студии, какие должны быть композиции, какой они должны быть драматургии, даже какого они должны быть временные, хронометраж какой-то. Какой должен быть даже обложка, от обложки очень много зависит, человек хочет взять ее в руки или нет, на какую аудиторию это рассчитано. То есть, на самом деле, это все продюсерская работа, это безумно интересная история, очень интересная. Мне вообще кажется, что если бы я бы перестал бы играть, я бы больше продюсировал, потому что у меня есть, как мне кажется, у меня есть понимание, как делать качественный продукт, да. Мы вернемся опять к нашему фестивалю. Давайте. И какая там самая яркая аранжировка за все эти 6 лет, которые вы сейчас помните ее и думаете, Нет, я не могу сказать, какая самая яркая, их настолько много. Мне очень было приятно, что
вот казалось бы, на самом деле татарской музыки, к сожалению, не так много. Не так много. Ну, потому что и народной музыки мы уже практически всю, композиторов татарских не так много, не так много. Но при этом вот мы находим, все равно появляются. И было приятно, что прошлый сезон, это 21 год, многие сказали, что он лучший по музыке. Понятно, что он не лучший по музыке, он просто очень-очень хороший. Но то, что кто-то решил, что он лучший, это значит, что мы как бы хорошо подготовились, хорошо сыграли. Вот мое мнение, я, правда, боюсь это говорить преждевременно, но вот с точки зрения аранжировок, стилистики, музыки, вот этот сезон 22 года, он будет очень хороший. Может, не знаю, будет ли он лучшим, но у меня прям на него огромная надежда, потому что аранжировки просто блестящие, мне все безумно нравится. Ну, посмотрим. Так что, опять же, однозначно можно сказать только одно, что фестиваль не сходит на нет, он пока набирает, Какие перспективы думаете в дальнейшем у фестиваля? Я вообще даже не представляю. Я понимаю, с какой-то грустью, я понимаю, что рано или поздно, как бы, скорее всего, ну, как все, хотя, ладно, бывают фестивали, которые идут по 20 лет, может, даже уже не с нашим участием. Ну, конечно, хотелось бы как минимум сыграть 10-й юбилейный, прямо, и причем сделать the best of, то есть самое лучшее, собрать и как-то очень ярко это все сделать. Но мне кажется, пока они есть, появляются новые исполнители, мне кажется, подросло еще целое поколение, вот тут недавно приходили в театр показываться дети, просто дети, там 8-14 лет. И они под наши аранжировки, которые мы записали, пели, они танцевали, пели чисто, они чувствуют эту музыку. Им нравятся эти аранжировки, потому что они, в общем, такие, они актуальные, очень современные. Поэтому, ну, наверное, перспективы большие все-таки есть. Сейчас новое поколение подрастет. Сейчас уже надо понимать, что те, кто приходил в проект и были просто, ну, юными дарованиями, там, Ильгиз Шейхразиев, Ильнар Миранов, они уже стали такими просто матерыми звездами. Они уже взрослые, матерые звезды. Ну, понятно, что кто-то должен прийти юный и очень амбициозный. Поэтому перспективы есть всегда. В этом году впервые прозвучит композиция современного композитора Мирюши Хайруллиной, нашей. Можете что-то сказать о ее музыке? Я могу сказать, она, ну, как минимум, мне очень нравится, очень красивая песня. Очень красивая песня. Вот. У нас, опять же, Милюша, она как композитор, она очень переживает, когда мы улучшаем ее музыку, а мы очень любим улучшать музыку композиторов. Ну, вы понимаете, я сейчас говорю, нет, я сейчас говорю даже не про аранжировку, я сейчас в том, что я говорю, как бы есть много, это шутка, конечно. Понятно, что мы ее не улучшаем, в глазах Милюши так точно. Вот. Но мы даем какое-то свое тоже, ну, какое-то видение, понимание. Ну, у них тоже такой творческий тандем с Эльзой Исламовой. Мне кажется, именно в ее исполнении эта песня особенно раскрывается. Мы знаем прекрасно, что очень многие композиторы, но вот надо сказать, что все равно делает песню исполнитель. Делает песню исполнитель. И мне кажется, даже это не я придумал, мне кажется, это сказал Квинси Джонс, который очень много работал с Фрэнком Синатрой, с Майклом Джексоном. И надо понимать, что песню делает исполнитель. Мой последний вопрос. Что бы вы пожелали нашему фестивалю? Да вот очень важно, наверное, как в каждом стиле музыки, как везде, в любом виде искусства, самое главное не превратиться в латынь и греческий, в мертвые языки. Поэтому, а тем более «Ветер перемен» — это такое претенциозное очень название, которое подразумевает, что должно быть развитие. Потому что если развития нет, значит ветер уже не дует. Поэтому, конечно, больше всего я желаю фестивалю идей развития. И, наверное, какого-то движка такого внутреннего, какого-то огня правильного. Потому что когда тебе хочется что-то делать, ты ищешь возможности. Самое главное, опять же, в искусстве, в любом виде, не остыть. Как только ты начинаешь это делать просто как рутинную работу, как только это превращается в ремесло,
Но надо понимать, что как бы в искусстве всегда есть часть ремесла. Ты должен сначала овладеть ремеслом, а потом привнести в это искусство. Но как только вот это все превращается только в ремесло, это грустно. Поэтому ветру перемен я желаю развития. Спасибо большое вам за Спасибо. беседу. Спасибо. Спасибо, что нашли время. Ждем вас на сцене. Обязательно. Спасибо.